Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Сегодняшняя лекция – продолжение, темы правила исламской юриспруденции и ее цели, да? То есть исламского фикх называется, да, на арабском языке, это юриспруденция. Даже покажу, чтобы понятно было. То некоторые спрашивают, аль-фикх аль-ислами ва адиллятуху называется, да, то есть исламская юриспруденция. Фикх переводится. Правила данные, они очень важны, потому что аль-исламу дину васат, то есть переводится как ислам, религия умеренности, серединности, да? Ислам, религия умеренности, серединности или золотой середины, где запрещаются все крайности. Есть в исламе такое правило, называется ля ифрат ва ля тафрит. То есть за крайности запрещены. Крайности бывают двух видов. Первый вид, допустим, когда уходит в крайность запретов, излишества, да, или жесткости, или излишнего ограничения. Это запрещается. Или бывает крайность второго вида, это крайность, когда уходит в излишнее облегчение. Я бы назвал бы это легкомысленное отношение к хараму и халалу, да? То есть излишнее облегчение. То есть поэтому в исламе ислам это золотая середина. Исламу дину васат. Это золотая середина, умеренность во всем. И правила фикха, которые основываются на Коране, на Сунне, да, эти правила фикха, исламской юриспруденции, они являются своего рода инструментом для регулирования, постоянного сдерживания. То есть на самом деле это называется инструменты сдержек и противовесов, чтобы мы, люди, не уходили в крайности, чтобы мы где-то сдерживались постоянно середины и избегали различных крайностей, да? Поистине, данные инструменты шариата, они придают шариату всему, да, или исламской юриспруденции некую, гибкость правилам и с целью, естественно, обеспечения максимального достижения своих целей, потому что у ислама есть цели, да, и при этом сохранять умеренность, то есть достижение цели с сохранением умеренности. Естественно, данные правила, они создают также легкость и избежание усложнения. Когда человек сталкивается со сложностями, данные правила, инструменты, они облегчают ему, да, в решении определенных задач, например, в исполнении намаза. И для того, чтобы шариат, он не стал таким закостенелым, да? Чтобы наши ибадаты не превратились в сухие обрядовую сторону. Когда человеку тяжело, он начинает уже испытывать, уже небольшое отвращение может испытывать, да, внутри сердца. И поэтому правила шариата, каваидуль фикхия, они облегчают и не дают исламским законам или фикху стать закостенелыми, да, закостеневшими. Потому что законы Аллаха Субхану ва Тааля, они охватывают все времена. То есть шамиль, да, все времена, и поэтому есть, конечно, понятие такое, как иджтихад. Иджтихад – это является основной инструмент для того, чтобы исламские права, исламские юриспруденция ислама, да, она чтобы развивалась и отвечала на современные вопросы. То есть своевременно и решала проблемы конкретные, да? Потому что зачастую получается, что в книгах у нас одно, но в практической жизни, в практике мы не совсем умеем использовать то, что у нас в книгах, для решения конкретных проблем, которые реальные проблемы в обществе, да, согласно Коране и Сунне, или согласно призме шариата.
И поэтому я сразу хочу перейти к правилу. До этого мы рассматривали несколько правил, да? Сейчас мы следующее продолжаем рассматривать. Одно из правил исламской юриспруденции, оно звучит так. «Ютахаммалю дараруль хас лиман'и ад-дараруль ам». То есть примерно так, что предпочтительнее, да, предпочтительнее причинение вреда для личного блага с целью уберечь от вреда общества все. То есть, если, допустим, есть такое понятие в исламе, как общественные блага или общественные блага или понятие общественное, то есть общественное благо или как их называют еще предпочтительнее пожертвовать своим личным интересом ради сохранения общественных благ. Примерно так это правило звучит, да? Уберечь от вреда. А также есть второе продолжение, исходящее из этого правила, которое звучит «Ад-даф'у дараруль ам ваджиб би-ithбати дараруль хас». То есть удаление вреда для общества, для народа, да, она является приоритетным и обязательным при появлении уверенности, что это может спасет, да, если будет, допустим, причинен вред личности, то есть личному интересу, да. То есть, если один человек, он обязан пожертвовать своим личным интересом или своей пользой, если через его пожертвование он сможет отодвинуть или спасти общественное благо или общественный интерес. В современной юриспруденции, светской юриспруденции, то же самое есть. Это называется пожертвование своим правами ради прав общества, да? То есть говорят же так, что ваши личные права заканчиваются там, где начинаются общественные интересы или общественные права, да? То есть я, допустим, имею какое-то право, да, личное, допустим, что-то сказать, да? Например, в этой аудитории могу что-то сказать, у меня есть свобода слова, правильно есть? Право свободы слова. Но есть общественное благо. Допустим, кому говорит и когда говорит, да? Мы же не включаем, допустим, часов в 10 или в 12 громко телевизор. Мне, например, нравится фильм смотреть громко, что был он, да? Но я учитываю, я жертвую своим интересом ради прав большинства. Потому что знаю, что наши соседи спят, отдыхает кто-то, да? И поэтому я принижаю телевизор. Хотя я, может, плохо слышу, и мне нравится громко смотреть телевизор. Или, допустим, я имею слово, свободу слова, хочу что-то сказать вам, где есть громко свое мнение сказать. Но это мнение мое может повредить или затронуть интересы большинства. И поэтому я держу свое мнение при себе, чтобы не принести вред большинству, общественного блага, да, ради общественного блага. И на основании этого правила, конечно, да, есть такое, как исламские, многие юристы, факихи, вынесли запрет деятельности, да, допустим, запрет деятельности для докторов, которые, допустим, невежественные доктора есть, да? Вот у нас есть же некоторые открывают разные клиники частные, да, к примеру, и, к примеру, пример только, допустим, какой-то доктор, он не имеет вообще образования, без образования, он открыл клинику и начинает лечить людей, и от его деятельности есть опасность, что могут умирать люди. Это конкретно в практике в нашей жизни есть. Так вот, исламские юристы, большинство факихов запретили деятельность таким докторам заранее, лисадду зария, да, закрывая дорогу заранее, чтобы они не причинили вред другим людям, да, еще до начала лечения.
запрещается, становится харамом. Или, допустим, запрет на обучение исламу, так называемых, кто призывает к исламу, если они джахили, да, то есть они, если невежественные. Ведь у нас часто бывает так, обучают иногда исламу люди, которые не имеют базового образования об исламе. То есть они передают, они говорят не знаниями, они говорят об услышанной информации. А когда их спрашивают, они, чтобы не, не попасть в просак, они начинают отвечать от себя. То есть не то, что есть в книгах или то, что есть в исламе, а чтобы выйти из положения, они начинают добавлять от себя, да? И поэтому такие ученые, допустим, в кавычках, чтобы не допустить вреда обществу, запрещается им преподавать. Я имею в виду вообще, кто вообще не знает, да, и затрагивает вопросы, которые связаны с сознаниями, да, и поэтому то же самое в запрете, допустим, занимать политическую или государственную или судейскую должность в исламе. Бывают люди, лица, которые могут нести вред обществу, даже если они хотят занимать какой-то политический пост, но ввиду того, что у него есть определенная от него опасность, от человека, то ему также запрещается занимать политический пост или государственную должность, потому что есть риск, угроза, что он может принести большой вред всему обществу, да? То есть он жертвует своим, он должен пожертвовать своими интересами ради интереса большинства. Получается так, да? Приблизительно так. И даже если он останется, допустим, без работы или, допустим, уволят судью, и ему нет места, да, в судебной системе, хотя он не сделал еще вред, но есть риск, что он может принести вред большинству. Или, допустим, частное какое-то здание, оно может обрушиться. Есть обрушение и нанести ущерб большинству, то в угоду общественным благам жертвуется личным, да? То есть хозяин этого здания или владелец здания, он несет убытки ради безопасности большинства. Вот. Следующее, допустим, правило, оно называется аль-адатуль мухаккама, мухаккаматун, да? То есть ада переводится как адат салт. На арабском адату переводится как адат, как у нас адат, да, или салт. То есть обычай и традиции и являются источником для исламского права, шариата, если они, конечно, не противоречат исламу. То есть наши обычаи, традиции, они могут являться источником права, если они не будут противоречить или не противоречат шариату. В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит в сурат Аль-Бакара в 228 аяте: Бисмиллахи рахмани рахим, валяхунна мислю ллади алейхинна биль ма'руф. Да? То есть согласно установленному порядку, обычаю, да, обычном праве в адате, жены имеют права, как и обязанности, то, что самое имеют мужчины. Согласно тому положению в обществе, в котором они находятся. Согласно салт адату, да? Вот. На арабском языке еще применимо, есть такое слово, как термин, как урф. Урф, арафа, да, от слова знать, урф. То, что является естественным, все об этом знают, да? Мы все знаем, допустим, как наш обычай, что когда человек женится, он платит что? Калым, да? Ну, махар. И калым и махара почти некоторых в понятии как бы у нас стало почти один смысл, да? Махар, да, калым. То есть мы, если раньше не знали, что такое махар, наши деды, отцы, джети атаус всегда платили калым, правильно? А также женщина готовит что? Сеп. Во всех исламских, мусульманских странах и даже вне мусульмане
когда женятся, да, со стороны невесты обязательно готовят приданое, называется. И у арабов то же самое. Готовить асар называется, мебель. Асас, да? Мебель покупает для невесты. Это всегда было. Это нигде не написано. Но это адат. Салт. Или урф на арабском языке называется, да? То есть урф это обычай. И если нет махра мусамма, то есть, например, бывают такие моменты, когда в советское время женились наши родители, в ЗАГСе же проводили, или молдогелип, да? Воду, соль, Куран окуп, Фатиха окуп, дуа сделает, да, и все. Правильно? Был иджаб, валь-кубуль был, да? То есть, согласна ли ты выйти замуж за такого-то, такого-то? Да, я согласна. Все, нике чистый, нормальный. Но остался один шарт. Какой шарт это? Махр. Правильно? То есть, сам нике, акт нике, он состоит, это же не обрядовая сторона, самое главное, не обрядовая сторона, а основа его, это чтобы было мусульманин, да, мусульманка или именно ахль-китаб, допустим, да, и чтобы самое главное было, что обоюдное согласие. А махр, выплата, махр мусамма является шартом, не основой, а условием заключения брака, да, на основе чего. Но в советское время наши родители, и многие не заключали этот брак, да, то есть заключали нике, но не выплачивали махр. Выплачивали что? Калым. Калым, он как махр иногда шел. А некоторые не знали даже это, да? И поэтому автоматически, если сумма махра неизвестна, то автоматически называется махр бимисль. То есть выплачивается столько, сколько принято у народа в данной стране. Например, в книгах мы не можем иногда найти разные суммы, да, в зависимости от страны. В Афганистане, в Пакистане или там в Саудовской Аравии у них махр может быть сотни тысяч или десятки тысяч долларов. Если у нас здесь это будет говорить кто-то, то будет это странно, да? И поэтому у нас дают махр бимисль. Махр выплачивается у нас в стране столько, сколько принято в обычаях этой страны. Например, махр отличается, или калым отличается Чуйской области от Таласской области. Ошской области от, допустим, Иссыкуля. Отличается калым или нет, как вы думаете? Даже по районам отличается, да? Понятно, да? То есть, поэтому обычай, он играет важную роль в исламе. И ислам, когда пришел, он не запретил обычаи. Он запретил в обычаях только что противоречит исламу или шариату. Допустим, Аллах качу, обычай, да? Ну как, традиция ее называют. Не обычай, не урф, а традиция. Аллах качу – это инструмент. В нем запрещается в шариатом насильственное умыкание невесты. Насильственное умыкание невесты, согласно исламу, является харамом и наказывается уголовно. Получается, как незаконное, насильственное действие в отношении женщины, да? И в других странах, или кто-то попробует, если вот даже в арабских странах, украсть чужую женщину, или девушку, или дочь, да? Если приедет полиция, ему повезло. То есть ему поймает полиция, ему будет уголовное наказание, там, может, сколько-то лет тюрьмы. Как у нас, да, законодательно. Но если полиция не успеет, а приедут первые братья или отец, то могут убить на месте, без суда. Потому что это считается тяжелое преступление. Аллах хочу без согласия девушки. Это уголовно наказуемо, да? То есть за это, бывает, жизни лишаются люди. Но с разрешением и с согласием самой девушки это красивый обычай или красивая традиция, которая осталась у нас. Почему ислам ее оставил, когда мы мусульмане, и у нас до сих пор, у нас,
у кавказских народов остался алакачу. Почему? Потому что в кочевом хозяйстве, в кочевой жизни урф, обычай этот, он не противоречил раньше шариату. Шариат пришел к нам, когда ислам пришел, к кыргызам, или такой же обычай есть у северокавказских народов, у чеченцев, если я не ошибаюсь, кабардинцев, у даже также карачайцев, балкарцев, да, мусульман. Почему же у них ислам не запретил этот обычай, когда пришел? Потому что в этом обычае, да, было благо, и он запретил в этом обычае только насилие. Но оставил его как инструмент против тех отцов, которые на Колыме или на Махре получают прибыль. Приведу пример. В Афганистане или в Пакистане или в других странах, даже в арабских странах, когда приходит свататься молодой человек или приходит свататься, то, как правило, отцы поднимают цену за своих дочерей. Один поднимает одну цену, в другой стране сосед видит то, что он поднял цену, он тоже поднимает. И поэтому во многих исламских, в кавычках, странах махр или колым, он исчисляется десятки, а то и бывает сотни тысяч. Да, в их валюте или в долларах десятки тысяч долларов. Доходит до 100 тысяч долларов колым. Разве кто-то из наших сыновей, из наших братьев сможет выплатить этот колым? Конечно, нет. И поэтому, допустим, во многих странах мусульманских мужчины ходят неженатыми до 40 или 50 лет. Они это время все копят колым. Потому что в колым в условия входят родители, отец невесты, девушки ставят условия, чтобы у тебя была квартира, чтобы ты одел ее полностью в золото, там килограмма 2 или 3. Слышали такое, да? Вот. Чтобы ты выплатил или на счет положил определенную сумму. И проблема в том, что этот колым, наречение, он растет не только для богатых, но и также для бедных, бедной части населения. И из-за этой проблемы в обществе начинают распространяться различные вещи, да? Вот. Когда человек, допустим, не может жениться вовремя и так далее, распространяются различные проблемы социальные или половые, да, так называемые, да, сексуального характера проблемы. Поэтому мудрость в этом, то что обычай, он, если шариат его регулирует, он направляется на решает многие вопросы, да? И поэтому, согласно нашему ханафитскому мазхабу, девушка, достигшая половозрелости, а примерно около 18, в разных, согласно климату, 17-18 лет, она может выйти замуж без разрешения отца, то есть дуна изн вали. В других мазхабах это запрещается, и в других мазхабах такой брак недействителен, харам. У нас в ханафитском мазхабе мубах разрешается, и брак, заключенный нике с девушкой, которая не взяла согласия ни у отца, ни у брата после уже достижения 18 лет, никах считается сахих, то есть никах правильный. У других батль не считается никак, считается зина, у нас считается правильный. То есть у нас все инструменты выстроены, к примеру, пример приведу, просто пример, для того, чтобы не было, как говорится, использования дочерей как товара, женщин как товара. Во некоторых странах это большая проблема сегодня, очень большая проблема, потому что дочери не могут выйти замуж, отцы поднимают цену махра. И без разрешения отца она не может сама выйти замуж. И остается старой девой. Мужчины не могут жениться, потому что у них нет средств. Им надо накопить большую сумму, чтобы жениться, потому что в стране, в общем, размер махра очень высокий. Проблема – это разве ислам? Это разве шариат? И поэтому обычаи здесь, к примеру, да,
шариат использует данный обычай, как Аллах хочу, если родитель, отец не дает согласия и поднимает махр, то с согласия девушки он ее умыкал раньше, в 19 веке, в 20 начале века. Я не говорю сегодняшние дни, а те века говорю. Джигит, как говорится, он умыкал невесту, приходили к молдо по ханафитскому масхабу, что, как и так далее, к себе домой приводили, делали нике, согласие невесты и его, допустим, с участием родственников парня, допустим, отца, матери, и они уже и шли, как говорится, в дом невесты и ставили перед фактом, да? Привозили барана, допустим, да, еду и так далее и тому подобное, и уже в другой стороне уже ничего не оставалось делать, как принять это. Это обычай. Просто пример говорю, что ислам, шариат должен регулировать обычаи, а не обычаи нас. Обычай, он регулируется. Тот же самый обычай, допустим, когда аш или 40 дней, допустим, или годовщина, раньше основа его, кстати, шариат, садака основа. Основа садака. Другое дело, что мы стали как бы зависимы от обычая. Вот это проблема, да? Когда друг на друга смотрим и соревнуемся, режем скот и так далее. А вот сейчас хорошо получилось, то, что через закон, через законодательство, уже законодательство регулирует обычаи. Это и есть шариат. Потому что шариат регулирует обычаи в планах, с учетом цели ислама. Но основа этого обычая хорошая. Обычай кормить кого-то, да? Или Куран окуту, да? Оку. Допустим, кто-то потерял близкого родственника, первое время он не режет скот. Если колуна гельсе, он, если у него есть возможность, он режет уже, да, на какой-то день. У каждого народа разные обычаи. У кого-то 7 дней, у кого-то год, у кого-то там через 3 года, да, разные обычаи. Но смысл такой, чтобы собрать, чтобы делать садака, накормить. Это родственников собрать, сделать между ними сылля называется, укрепление родственных связей. Другая задача – раздать мясо или едой, или деньгами, да, нуждающимся, чтобы этот саваб, соп, перешел на счет умершего. Разве это не хорошо? Это все шариатские нормы. Другое дело, что если обычай начинает править над нами, это уже проблема. Когда начинается засилье, да? Когда кто-то сказал, как урф, как адат, да? Кто-то сказал, и это становится уже обычаем, но если это вредит человеку, если в этом нету маслаха, нету добра, нету пользы, а наоборот вред, то такой обычай должен что? Регулироваться. Потому что в любом обычае, в любом адат, салт есть позитивная сторона. Шариат оставляет позитивную сторону и убирает или усовершенствует, или, можно сказать, изменяет, да, ту сторону, которая может принести вред, допустим. И вот поэтому здесь хочу сказать, что урф салт, адат, да, он определяет специфику ислама с учетом чего? С учетом климата, с учетом географии, с учетом, допустим, языка, культуры. Урф, адат, определяет специфику ислама с учетом, допустим, городской или земледельческой культуры, или кочевой культуры. Я просто приведу пример. Вот у нас есть обычай надевать какую-то одежду, да? Когда какой-то праздник, мы одеваем свою национальную одежду. И кыргызская национальная одежда, она является нашей национальной, но она входит в понятие сунны. Потому что сунна, что такое сунна? Она закрывать должна аврат, у мужчины и у женщины, да? Аврат, то есть определенные места. Она не должна быть обтягивающей, не показывать контуры тела, да? Она должна быть чистой. Правильно? Вот. То есть вот это сунна все идет. И наша национальная одежда входит в понятие сунны.
Но также, если мы поедем, допустим, в Пакистан или в Индию, то увидим, что они одевают свою национальную одежду и говорят, что это сунна. Да, это сунна, потому что их сари, национальная одежда, она тоже подходит в рамки сунны. Она, то есть, закрывает, да, допустим, аврат, она не обтягивает, она непрозрачная, она чистая и так далее. Или у арабов камис называется. Длинный, вот их как платье, да, одежда, мужчины носят, камис называется. Это то же самое, она входит в понятие сунна. То есть получается тогда, она имеет национальную специфику, национальное лицо, да? То есть обычаи, национальные наши традиции, они внутри ислама сохраняют нашу идентичность и одновременно придают исламу специфику, окрас национальный либо географический. Вот, допустим, если бы сейчас сказали, что все мусульмане должны носить сунну, но национальную арабскую одежду. Вот при наших градусах минус 40 или 20 градусов, минус 20, или в Сибири, или это в России, это было бы немыслимо, правильно? Поэтому каждый народ, согласно своей национальной культуре, обычаям, климату, географии, он что делает? Он, согласно своим обычаям, он реализует, практикует ислам с национальной спецификой, с учетом культуры, традиций и так далее. Вот, например, мы кушаем конину, допустим. Если мы поедем, предложим в Турции конину, они, даже турки, да, казалось бы, по языку, по мазхабу одно и то же, но у них не принято, у них нет адат такой, да, у них нет адата кушать конину. То есть для них это будет немного по-другому выглядеть, да? Правильно? Но если нам предложить, допустим, определенные части тела животного, барана, да, допустим, которые мы не кушаем, и которые они жарят, допустим, да, есть определенные органы, то джеркиневис, да, мы, правильно? Мы же не кушаем это. То есть это не наш адат. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, и мы создали вас разными народами и племенами. То есть воля Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы в исламе мусульмане тоже были разными. Каждый со своей культурой, со своим языком. Сохраняли свою, да, допустим, специфику, адаты свои. И вот это вот означает адат, салт. Если адат, салт не противоречит шариату, исламу, то он является частью шариата. Это правило. То есть он является основой для регулирования отношений, как и в понятии выплаты махра. Когда мы даем садака, да, чем у нас в климате, у нас садака лучше давать, допустим, зерном, да, там, или мясом, да. В Саудовской Аравии дают финиками. Мы же финиками, у нас не растут финики, чтобы давать финиками, правильно? Поэтому каждому подход с учетом культуры. Вот. Одежда, да, или чтение Корана, как я уже сказал, проведение определенных мероприятий, да, по усопшему. Вот. То есть это привычка, урф идет, да. При этом хочу заметить, для осуществления фард, если есть обязанность, или ваджиба, да, если без определенных чего-либо условий невозможно осуществление фарза или ваджиба, то это условие или этот обычай, эта привычка становится ваджибом тоже. Или даже или сунной, или ваджибом. Пример я приведу, допустим, действия, которые не носят, никакого хукма, да? Вот, например, действие мы ставим себе будильник каждый день, правильно? Будильник – это ваджиб, не фарз, не сунна, правильно? Он не относится ни к каким деяниям. Просто это ада называется, урф, обычай, привычка. Привычка у каждого ставить будильник. Но если, допустим, в зависимости от условий, если, допустим, утром я постоянно просыпаю утренний намаз, я не могу проснуться без будильника, меня никто не будет, я студент. Или дома просто, да? Меня все, никто не читает намаз, я один читаю намаз, но я утренний намаз регулярно, постоянно просыпаю, потому что я не ставлю будильник. То для меня будильник, который является урфом, адат, салт,
привычкой, он для меня становится ваджибом, потому что он является условием, при котором я могу проснуться и прочитать намаз. При регулярном, если я регулярно просыпаю намаз фаджр, утренний намаз, без будильника, а если я ставлю будильник, то я читаю намаз, могу проснуться, то будильник для меня становится обязательным. В некоторых условиях он становится как сунна. То есть то или иное действие, которое помогает мне, да, осуществлять ваджиб или фарз, да, и без которого я не могу осуществить фарз или ваджиб, это действие может превращаться в сунну или ваджиб, обязанность. Это сопутствующее действие. Это так вот по шариату. Следующее правило – это… Ой, что-то… Это большой. Я, наверное, здесь очень много, 4 вопроса сразу. Я, наверное, подготовлю и потом отвечу. Третье правило. Сейчас я закончу. Третье быстрое правило. Третье правило называется «Юхтару ахвану шаррейн». То есть между двумя злами выбирается наименьшее. Слово в слово так и переводится. На русском языке есть правило, да? Мы слышали обычно, да? Между двумя злами всегда выбираешь наименьшее. Так и звучит на арабском языке. Юхтару ахвану шаррейн, да? То есть выбирается наименьшее зло. Слово в слово переводится. А также правило из этого исходя, или это похожее, ад-дараруль ашат юзалю бид-дараруль ахаф. То есть выбор легкого вреда предпочтителен, чтобы избежать тяжелый вред. Вот так звучит, слово в слово, если перевести. На это есть хадис. И на это есть хадис, который показывает пример, как между двумя злами выбирать наименьшее. И в этом хадисе очень большая мудрость. Там сразу можно сказать, две мудрости. И для юриспруденции непосредственно, и для отношения к людям в целом. Первое, значит, в этом хадисе, я приведу хадис. Ан Яхья ибн Саид, аннаху самиа Анас ибн Малик, да? То есть передан хадис от Анаса ибн Малика непосредственно. Анна арабиян кама иля нахия филь масджид. Он говорит, Ибн Малик, да, как свидетель, как сахаба, ради Аллаху анху, он говорит, что арабиян это бедуин, араб бедуин именно, да, кочевник араб. Кама иля нахията филь масджид. Он, зашел в мечеть и встал в одном месте в мечети, да, ближе к углу, значит, фабаля фига, и начал справлять свою малую нужду внутри мечети. В этой мечети находился в это время пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с людьми, то есть из сахаба, да, и здесь сказано «фасаха бихинас». И люди вскрикнули, значит, да, начали кричать, эй, эй, короче, да. Но если сейчас у нас, представьте, в мечеть кто-то зашел, и он там начинает справлять малую нужду, мы увидели, что мы будем делать, реакция. Мы все вскрикнем, все вскрикнут, эй, ты что, да? И здесь факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, и сказал наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, дауху, оставьте его в покое, койгула, оставьте его, тихо. Смотрите, фалямма фарага, и когда он закончил, бедуин, закончил испражняться, справлять малую нужду прямо в мечети при пророке, саллаллаху алейхи вассалям, и при сахаба. На что пророк остановил всех, сказал, пусть закончит. И приказал им, да, амара Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям фасуббатил аля боулихи, да, имам аль-Муслим
имам аль-Муслим ахраджаху, да, то есть имам Муслим это в его муснаде. И он приказал вылить ведро воды на место, где он испражнялся. То есть, смотрите, здесь интересный такой момент, да? Согласно, мы рассматриваем это со стороны шариата только со стороны фикха, да, исламской юриспруденции. Первое, почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям остановил других, чтобы он закончил бедуин? Со стороны фикха Навави, имам Навави дает шарх, разъяснение. То, что если бы даже они кричали, да, и остановили бы, он тогда бы моча бы его попала бы на другие места, то есть он испугался бы и все пошло бы вокруг. Второе, на его одежду и на его тело. Второй момент, смысл, наименьшее зло выбирается, да? Все равно бы он уже начал наджис делать. Он уже начал, пусть закончит наименьшее зло. И вылили на это, все равно пришлось бы, хотим мы или не хотим, вылить на это место воду. То есть выбор из двух зол наименьший. Все равно наджис будет в двух случаях. Но в первом случае, если бы его остановили бы, то наджиса было бы больше. И не на его месте, а на нем еще бы. На этом арабе, да? Понимаете? То есть распространился бы наджис. Поэтому выбирается наименьшее зло, допустим, да? И в другом риваяте, да? В другом риваяте, то есть это касается ситуации непосредственно, да? Это сторона хадиса по исламской юриспруденции. В другом риваяте, в продолжении хадиса, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: оставьте его, пока он не закончит, да? Вот, в целом. И здесь берется такой момент, что первый вывод, бедуин, он невежественный, потому что бедуин переводится как араб, да? То есть переводится как бедуин, тот, который живет в степи, в пустыне, и основная масса их это невежественные люди, да? То есть поэтому есть такое понятие узур биль джахаля, да? То есть причина или повод по причине его невежества, потому что он не знает, что такое наджис, бедуин, и что нельзя в мечеть заходить, да, к примеру, и так далее. И поэтому узр биль джахаля, пусть по причине неграмотности, незнания и неграмотность, она снимает определенную ответственность, да? Вот. И второе, то очень важно, что его не оттолкнули, не ругали. Ведь в некоторых случаях могли и ударить. Могли такфир сделать. Обозвать, как минимум. Но это не сделали. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил это. Он не сделал. А он, наоборот, что должен? Он научил и призвал его. Потому что есть правило, баширу валя тунафиру. Говори благое и не говори то, что оттолкнет. Если бы накричали на бедуина, возможно, его оттолкнули от ислама бы. Или выгнали, как минимум. Или побили бы, да? Нет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, объяснил ему и сказал: это место, в котором мы молимся и превозносим Аллах субхану ва тааля. Он ему мягко сказал, то есть дал ему закончить, исправлять малую нужду, подошел, отвел его в сторону, на это место приказал вылить в ведро воды. Потому что раньше в мечетях полы были из, земляные были, из земли. Отвел его в сторону и начал объяснять, сказал, что это место там, где мы молимся и возносим хвалу Аллаху субхану ва тааля. Смотрите, реакция бедуина, да? Бедуин в это время сказал: «Ва ашхаду». Я свидетельствую, ан ля илляха илляллах, что нету никого божества, кроме Аллаха, ва аннака расулуллах, и что ты посланник Аллаха. Я свидетельствую, да? И сказал: Аллахума рахамни ва Мухаммадан, да? Аллахума, благослови, или как прости, будь милосердным к Мухаммаду и ко мне. Только. На что пророк улыбнулся, сказал: поистине ты сжал до понятия тебя и меня то, что
ислам. Ты сократил или сжал ислам, который больше, чем я и ты, да? То есть рахма Аллах, милосердие Аллаха, она больше, чем 2 или 3 человека, она намного больше. То есть если ты сократил, сжал ислам, который не сжимаем, он обширный, Аллах Та'ала милосердный, милостливый ко всем людям, да? То есть вот это уже вторая сторона этого хадиса, да? А милосердие, а пророк показал, каким должен быть мусульманин, да? Даже несмотря на то, что вот произошло внутри мечети. То есть с одного хадиса мы сразу пользу берем, мудрость и понятие милосердия, и понятие исламской юриспруденции именно, да? Вот. Поэтому четвертое еще есть правило фикха, исламской юриспруденции, оно очень важно. Оно охватывает именно наше сегодняшнее современное общество. Оно называется ат-тасарруфу аля раия мануту биль маслаха. То есть управление людьми исходит или должно исходить правило из целей достижения общественного блага, а не личного. То есть хадис, правило касается, это очень важное правило, оно исходит из политики шариата, политики ислама, да, и его целей основных, что любое управление государственного строительства, государственного управления или в государстве, основа исходит из обеспечения защиты общественных благ. Да? То есть служение народу. Вот я, например, кого-то мы избираем амиром, или кого-то правителем, да? Кого-то, допустим, главой общины мусульманской, муфтием, да? Все, кто избран, они заключают общественный договор на самом деле, то есть являются секретарями народа. А секретари, они что делают? Они обязаны служить народу. То есть это правило такое, если тебя избрали, то ты являешься уже прислужащим, слугой народа или общества, да, и исходя из этого с тебя будет спрос. То есть какой? Служение Аллаху – это есть служение, тогда получается, народу, обществу. То есть помимо того, что я намаз читаю, я служу Аллаху, поклоняюсь, но Аллах не нуждается в моем поклонении, да? Но если я заключаю договор с вами, вот 5-6 человек, и вы меня избираете своим амиром или главным, то я в судный день несу за вас ответственность. А в этой жизни я обязан служить вам, то есть прислуживать. В плане быть вашим секретарем, защищать ваши общественные интересы. Не мои личные, не моей семьи, не моего кармана, а именно служить народу. Служение народу в служении Аллаху Субхану ва Тааля. Понятно? И с меня будет этот спрос. Вот. Потому что любые действия, решения должны учитывать и исходить из общих целей достижения благ народу и обществу всему. Да? Поэтому Таджуддин ас-Субки, один из сильнейших больших ученых, да, алимов, муджтахидов, сказал: «Куллю мутасаррифин анил гейр фа'алейхи ан ятасаррафу биль-маслаха». Любой, кто выступает в качестве опекуна, а мы заключаем общественный договор и выбираем так называемого опекуна в лице, допустим, власти, да, то он должен выступать с целью или действовать обеспечение общественных благ и ничего больше. Все. То есть власть – это нанятый нами секретарь, который обслуживает интересы большинства общественных благ. Поэтому правитель в исламе, он как временно наделенный правом и для обеспечения интересов народа, как секретарь народа, в служении ему и его интересам и благам, на благо народа, а не на благо, допустим, личных интересов, либо клановых, либо семейных, либо национальных, такого нет. Все, он становится полностью
можно сказать, прислужником народа. Это правило вот в книгах, то есть не с головы. И на этом мы закончим, это очень коротко. Я не знаю, поняли вы или нет, но это, иншаллах, пусть Аллах Субхану ва Тааля даст нам знания, мудрости и, самое главное, хорошего намерения и дел.